Общая территория объекта составила 46 гектаров. Полигон разделен на две зоны – хозяйственную и производственную. Его введение в эксплуатацию позволит не только улучшить экологическую обстановку, но и решит вопрос закрытия действующего полигона на 9-м километре Вилюйского тракта, которая давно исчерпала свои ресурсы. Воздействие на окружающую среду этого полигона уже минимальное. То есть произведена изоляция отходов, да, то есть уложены геотекстильные материалы, геомембраны, поэтому прямого воздействия отходов на почву и грунтовые воды уже не будет. Но выбросы, конечно, будут, но за выбросы они будут оплачивать так называемую плату за негативное воздействие на окружающую среду. Твердые бытовые коммунальные отходы, которые накапливаются на территории городского округа, будут привозиться на полигон. Предварительно отходы потребления будут проходить сортировку мусороперегрузочной станции. Это картон, стекло, пластик, металл, древесина и другие отходы, которые могут быть использованы для вторичного производства. То есть на полигон твердых коммунальных отходов попадет только тот мусор, который не подлежит вторичному использованию. Процент сортировки должен составить до 36%. То есть мы практически 1/3 мусора, который приходит на мусороперегрузочную станцию, должны отделить и направить на вторичную переработку. Вот, собственно говоря, такая идея. А то, что остается, значит, должно компостироваться, прессоваться и уже приезжать на современный полигон уже на постоянное хранение. Реализация данного проекта, безусловно, связана с нашей территориальной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с федеральной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Полигон начнет принимать отходы, как только завершится строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, которая расположится на 8-м километре Вилюйского тракта. Ввод станции в эксплуатацию запланирован к концу 2024 года. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.